Шаймарданов Ринат, общественная организация «Авдет». Как уже говорили, идут 5-е сутки голодания. Хочу добавить, что несмотря на то, что было официальное извещение Кабинета министров о начале голодовки, голодующим не было предоставлено медицинское сопровождение. Более того, как уже тоже говорилось, им запрещают ложиться, мотивируя это тем, что лишание перед Кабмином нарушает общественный порядок. Какой общественный порядок могут нарушить люди, которые еле-еле стоят на ногах? Второй момент, с которым мы столкнулись, это информационная блокада нашей акции. В день объявления голодовки в интернете появилось более 6 тысяч сообщений о том, что перед Кабмином начата голодовка. Ни одно официальное издание Украины, ни один официальный канал Украины о голодовке не рассказал. Мы, кроме Униан и РИА Новости, мы расцениваем это как политику правительства, которое скрывает от населения Украины то, что происходит в стране. Мы против этого, и мы надеемся, что те журналисты, которые здесь присутствуют в своих изданиях, этот факт отразят. Теперь отвечу на такой вопрос, почему, собственно, нам так важно получить это постановление Кабмина. Нашу организацию «Авдет» очень хорошо известна в Крыму. Мы нашли общий язык с высшими органами власти Крыма. Мы умеем договариваться с местными органами власти в крымских регионах. Но есть одна проблема. Практически в каждом населенном пункте Крыма, либо вокруг него, есть пустующие земли, которые принадлежат ведомствам и министерствам. Как, например, Минобороны, Мин-АПК, Академии наук и так далее. И очень часто случается так, что при решении вопросов с наделением землей председатель совета говорит: земля есть, вот она в пределах моего села лежит, но я ею не распоряжаюсь. Я готов выделить землю на этой земле для людей, но не имею на это возможности. И, собственно, весь наш вопрос к Кабмину в том и состоял, чтобы Кабинет министров передал пустующие ведомственные земли на баланс местных советов. А на местах мы решим уже это дело своим ходом, своим путем. Дальше мы и участники акции, и крымские татары, и все крымчане, и люди, которые голодают, не верим в то, что Кабинет министров, что наш премьер Юлия Владимировна Тимошенко, которая решила сложнейший газовый вопрос с большой, мощной и, кстати говоря, агрессивно настроенной страной, такой как Россия, все-таки не может решить мелкий вопрос в пределах своего государства. Почему мы называем этот вопрос мелким? Потому что механизм передачи ведомственных земель на баланс местных советов давно известен, механизм отработан, урегулирован, и эта передача происходит постоянно. Буквально 2 дня назад Министерство обороны передало на баланс города Севастополя 50 гектаров земли. Спокойно, без всяких акций, без всяких голодовок, без ничего. Просто обычным путем государственного решения. Почему, как только касается вопрос крымских татар, самый простейший государственный акт, самое простейшее действие государственного механизма становится вдруг невозможным. И люди вынуждены годами добиваться того, что им положено по праву, по Конституции. Этот вопрос мы задаем открыто, задаем его правительству, задаем его нашему премьеру. Дальше. Мы, участники голодовки, известили Кабинет министров о том, что голодовка бессрочная. Это означает, что она будет продолжаться до того момента, пока Кабинет министров не примет нужное нам постановление по подготовленному земельной комиссией проекту. Это не угроза, это не шантаж нашего премьер-министра. Это наш последний шанс докричаться до властьпридержащих. 3 года мы бьемся, и 3 года мы бьемся в глухую стену. Так больше продолжаться не может. Все более-менее гуманные и менее болезненные методы протеста мы уже использовали. Стена, глухая стена. И наши жизни – это последний аргумент, который мы можем выложить правительству, чтобы показать важность этого вопроса для нас. Мы надеемся, что Юлия Владимировна, как женщина, как мать, которая от Богом дано право давать жизнь, поймет всю степень отчаянности нашего положения и все-таки примет необходимые меры, чтобы этот вопрос решился как можно скорее. Если люди готовы поставить свои жизни для того, чтобы было принято важное решение, это решение жизненно необходимо. И затягивать его принятие – это есть преступление. Мы хотим напомнить, что нам обещают, что оно будет принято на следующем заседании. Потом обещают, что оно не получилось, будет принято на другом заседании. Но мы голодаем уже 5-е сутки. Заседание Кабмина проходит раз в неделю. Следующее заседание, голодовка будет продолжаться уже 13 суток. И мы открыто говорим, что
только от премьер-министра, от Юлии Владимировны Тимошенко зависит, сколько еще людей будет мучиться от голода. Готова ли Юлия Владимировна взять на себя такой грех, как голодные муки 7 людей в течение еще 1 недели?